Перед началом презентации итогов целевой программы министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсаля выступила с докладом о проделанной работе министерства за последние 5 лет. За последние годы сотрудниками департамента была реализована следующая работа: систематизация и учет памятников, сбор исторических справок и архитектурные особенности всех памятников, оценка страховой стоимости наиболее значимых объектов, поиск и копирование материалов из архивов Российской Федерации, полевые экспедиции, в том числе экспедиция «Горная Абхазия». В 2018 году 3 историко-культурных заповедника стали государственными учреждениями в соответствии с законом о культурном наследии. Сегодня они частично финансируются государством. Проект охранных зон более 25 заповедников представлен в Кабинет министров. После того, как они будут приняты, тоже будут соответствующие решения приняты, и это будут государственные учреждения. Затем состоялась презентация целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии». Первоначально сроки реализации программы были обозначены с 2016 по 2018 годы. Однако по ряду объективных причин работа была продлена до 2019 года. Работа над целевой программой проходила в 3 этапа. Первый включал в себя инвентаризацию более 1500 объектов, представленных в государственном списке. На втором этапе вся собранная информация по объектам была отредактирована, изучены письменные источники, обмерные чертежи, исторические справки и прочее. И, наконец, итогом работы над целевой программой стало создание единой геоинформационной системы учета объектов культурного наследия Абхазии. Программа ГИС позволит каждому интернет-пользователю просматривать информацию по любому памятнику культуры. Это в первую очередь система, единая система в едином информационном поле, позволяющая производить учет объектов, собирать их и хранить эту информацию. И в дальнейшем, конечно же, анализировать. Вот к основным задачам этой системы относится в первую очередь паспортизация объектов системы, информационная поддержка Министерства культуры за счет представления на карте всей комплексной совокупной информации, позволяющей оценивать сложившуюся ситуацию с объектами, планировать проведение реставрационных, восстановительных работ. И, безусловно, одна из очень важных задач, которую ГИС-система позволяет решать, это ведение информации об объектах в целях развития туристической инфраструктуры, памятников, объектов культурного наследия. Единая геоинформационная система рассчитана на 2500 объектов. В процессе инвентаризации была собрана документация по 700 объектам. На данном этапе в ГИС вводятся данные по 150 объектам. Стоит отметить, что на каждый объект историко-культурного наследия прилагается перечень 21 необходимого документа. Почему я вам хочу продемонстрировать эти типы документов? Потому что это базовая основа для пополнения геоинформационной системы. Сама целевая программа, которую мы осуществляем с 2015 года, она была принята Кабинетом министров после того, как был принят государственный список объектов историко-культурного наследия. И сразу после принятия списка мы стали делать инвентаризацию 1535 объектов. На сегодняшний день он значительно пополнился, около 400 объектов новых вновь выявлены попали, которые мы уже более детально изучаем и оснащаем их всем типом. Список всех объектов историко-культурного наследия есть на сайте Министерства культуры Абхазии. Там же и представлен на абхазском, русском и английском языках геоинформационный портал, который состоит из картографической базы данных и электронного архива. И уже каждый желающий может просмотреть информацию по любому памятнику культуры Абхазии. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.